В эфире новости. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга Республиканского штаба комиссии «Вместе к победе». Предлагаю послушать. Руководитель Координационного центра оперативного штаба Республиканской комиссии «Вместе к победе» Георгий Куркутов в эти дни находится в Приморском крае. Он провел ряд встреч с командованием Восточного военного округа. Достигнуты договоренности по номенклатуре материально-технических ценностей, определен перечень технических средств, уровень потребностей военных в части оснащения подразделений квадроциклами «Сокол», электромотоциклами «Тимир-Ат» и беспилотными средствами. Также Георгий Куркутов встретился с военнослужащими из Якутии в местах постоянных дислокаций подразделений и в госпиталях. Итоги рабочей поездки Георгия Куркутова в штабы Восточного военного округа будут подведены на следующей неделе. Сбор гладкоствольных оружий завтра завершается. Оперштаб принимал участие в сборе. В работу приняты меры по доставке собранных гладкоствольных оружий в зону специальной военной операции. Здесь мы работаем в тесном контакте с представителями Министерства обороны и Росгвардии. Продолжается сбор средств в поддержку бойцов, а также автотехники, которые на нужды фронта жертвуют частные лица, предприниматели и организации республики. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные новости к этому часу. Глава Якутии посетил Намский район. В центре внимания ход ремонта социальных и инфраструктурных объектов. На территории республики действует 30 лесных пожаров о пожароопасной обстановке. Команда Мохсогол Берджигистяхской школы представит Якутию на всероссийских соревнованиях «Зорница 2.0». О событии. Глава Якутии Арсен Николаев с рабочим визитом посетил Намский район. В центре внимания ход ремонта социальных и инфраструктурных объектов. Первый пункт визита – автодорога Нам. 5-километровый участок досрочно отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь столицу и Намский район соединяет новое дорожное полотно, отвечающее всем необходимым стандартам. Также посетили строящиеся объекты. Это школа на 450 мест и лечебный корпус районной больницы на 500 мест, на 50 мест. Строительство и больницы, и школы на 450 мест в Намцах, они должны быть завершены в этом году. В принципе, работа идет неплохо, строительная готовность уже за 70%. Мы посмотрели также и наметили ход работ, который позволит до конца года эти важнейшие для развития района объекты сдать. В Верхоянске состоялось открытие нового объекта водоснабжения. В этом году завершены электромонтажные работы в насосной станции. Укомплектовано новое оборудование станции первого подъема. К новым сетям централизованного холодного водоснабжения протяженностью более 4 километров подключены котельные «Центральная», авиапорт и «Квартальная», а также 107 жилых домов. С вводом нового объекта потребители Верхоянска будут обеспечены стабильным холодным водоснабжением круглый год, а для предприятия сократятся издержки. В республике продолжается завоз грузов для жизнеобеспечения северных и арктических улусов. По плану в этом году в период навигации должно быть завезено 1 миллион 148 тысяч тонн. На сегодняшний день отгружено 817 тысяч тонн, что составляет 71% от плана. По сравнению с прошлым годом наблюдается отставание на 6%. Одна из главных причин отставания – это высокие уровни воды у Среднеколымска. Там подтоплены причалы, что затрудняет разгрузку судов. Были определены ускорения темпов перевозок. Также у нас наблюдается отставание по нефти. У нас на сегодняшний день это объемы реки Индигирка, Колыма, ну и на морском участке это по Быков-мысу доставка до Кюсюря. Далее у нас идет отставание незначительное тоже по Алдану. Но по Алдану это объемы теплоэнергосервиса, там порядка 10 тысяч тонн. Но компания заявляет о том, что темпы будут наращиваться.
На территории республики действует 30 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 13 тысяч гектаров. За прошедшие сутки обнаружено 8 лесных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Жиганского и Кобяйского районов. Ликвидировано 7 лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона зафиксировано 368 лесных пожаров. Оперативность тушения на сегодня составляет 62%. Указом главы с 5 июня продолжает действовать особый противопожарный режим. Также действует режим ЧС в лесах на территории Мирнинского района. С начала сезона установлено 73 виновника природных пожаров и составлено 152 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Добровольцы штаба «Мы вместе» продолжают активную работу по поддержке участников СВО. С приближением холодов волонтеры сосредоточились на изготовлении теплых вещей. К этой работе подключилось около 30 человек. На прошлой неделе было отправлено более 1 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, в госпиталь Улан-Удэ доставлено 70 килограмм необходимых вещей, включая инвалидные коляски, ходунки и костыли. В ближайшее время, после 10 сентября, планируется отправка очередной партии гуманитарной помощи. За 3 года нашей работы мы уже отправили своим воинам, участникам СВО, 126 тонн груза, гуманитарной груза. Также вот на прошлой неделе мы отправили более 2 тонн. Тоже вот груз отправили. И сейчас мы вот шьем из флиса, теплого материала. Если бы были материалы, много заказов поступает, могли бы, конечно, очень много шить. Наши мастерицы швеи опытные, день, 2, 3 костюмы шьют, представляете? В Якутск прибыли около 30 профессоров и 5 академиков медицины для участия в 8-м съезде травматологов-ортопедов Дальневосточного федерального округа. В течение 2 дней ведущие специалисты будут обсуждать инновационные технологии в лечении и делиться опытом уникальных случаев протезирования. Федеральные эксперты отмечают лидирующие позиции Якутии в области травматологии и ортопедии, подчеркивая активное развитие санавиации, скорой медицинской помощи и увеличение объемов оперативного лечения в центральных районных больницах республики. Помощь населению дальних, крайнего севера и дальних регионов, реализация мобильных бригад хирургических – это вообще практически новое, то, что есть сегодня в стране. И работает он вот в том виде, в котором оно должно быть только у вас. Во всех остальных территориях не пытаются пока копировать, но мы не видим такого развития, как в республике Саха-Якутия. В селе Нам Верхневилюйского Улуса прошло торжественное открытие сквера отдыха с детской спортивной площадкой. Объем финансирования более 11 миллионов рублей. Жители северной части села могут наслаждаться красивой, удобной зоной отдыха. Интересно, что здесь не только игровая зона, но и поучительные, такие как светофоры, музыкальное оборудование. Площадь назвали в честь Руфа Кардашевского. Дизайн разработал уроженец Верхневилюйского Улуса Сергей Барахов. Именно вот по программе «Единая Россия» реализуются проекты по благоустройству именно территорий республики и по всей России. Здесь установлено оборудование завода «Романа». Это российский производитель. Находится завод «Романа» в Чувашии, город Чебоксары. Работа началась в мае. Срок должны были закончить 30 августа. Но сегодня вот хороший день, сдача объекта. Долгожданный ремонт начался в здании Центра досуга села Дюбся у Салданского Улуса. Работы по энергоэффективности проводит общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии». На данный момент завершен основной этап теплоизоляции. Ремонт кровли запланирован на зимний период. Здание Центра досуга построено в 1972 году площадью 931 квадратный метр. Ранее не соответствовало температурным нормам, что создавало дискомфорт в холодное время года. В
течение 5-6 лет мы пытались добиться капитального ремонта, писали программы, участвовали в разных программах. И, наконец-то, в прошлом году мы заключили энергоконтракт с энергосберегающими технологиями по утеплению клуба. Сейчас были произведены работы по утеплению здания, то есть это стены, потолок, замена всех окон, входных групп, то есть это главная группа дверей и запасные двери. В Амгинском историко-краеведческом музее открылась временная экспозиция, посвященная памяти Николая Архипова, главы Амгинского улуса с 2015 по 2022 год. Архипов – заслуженный деятель сельского хозяйства и молодежной политики республики. Внес значительный вклад в развитие региона. Выставка приурочена к 3-й годовщине его смерти. Представляет фотографии, награды и личные вещи Архипова. Почтить память выдающегося руководителя и простого душевного человека, как отзываются о нем знавшие его люди, пришли родные, близкие и коллеги. В честь дани уважения его вклада в социальное развитие нашего района, его патриотизма, его любви к своей родине. Сегодня открывается данная временная экспозиция, которая посвящена его жизни, его деятельности. Здесь представлены экспонаты из числа его семейных архивных фотографий, период его главы нашего района, которые описывают все его заслуги и в том числе награды, которые он получил за все годы своей трудовой деятельности. Экспозиций очень много. Мы боялись, что у нас не хватит места. Команда Мохсогол Бирджигистяской средней школы имени Афанасия Осипова блестяще выступила на военно-патриотических соревнованиях «Зорница 2.0» в городе Хабаровске, заняв 1-е место. Теперь они будут представлять республику на всероссийском уровне в Волгограде. Для подготовки ребят работает тренировочный лагерь по всем этапам соревнований «Зорница». 2-й год подряд команда становится чемпионом по Дальнему Востоку в категории «Огневая подготовка». На прошлой неделе к нам приезжали инструктора с города Якутска. Они помогали к сложным этапам, как БПЛА, как медицинская подготовка, как индивидуальная, так и тактическая и топография. Большое спасибо им. И большое содействие тоже у нас помогают наши коллеги. Это военно-патриотический клуб «Орлан» и военно-патриотический клуб «Сокол». Им большое спасибо. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.